сколько я не пытался кредитов, даже в прошлом году пытался взять кредиты, невозможно. Потому что ставят такие условия банки. Они, мне кажется, такое впечатление, что они работают для себя, любимых, чтобы им было выгодно. Они мне поставят такие условия, что должен те объекты, даже имея недвижимость, которые можно заложить и взять кредиты. Мы же не собираемся. Они мне поставили такие условия, что каждое здание надо оформить документально и представить. Когда я выставляю, говорю, что не хочу же я продавать все здания. Полностью все, то, что имеем, документы оформлены, что это наша собственность, закладываем, берем там, допустим, какую-то сумму денег. Нет, тут должно быть вот так и вот так и так. Получается, что надо намного больше кредитов взять, чтобы их условия оформить, а после еще и платить. И получается, что не успел взять эти кредиты, сразу надо платить по проценту. А уже. большие проценты предлагали? От 20 до 24%. Поэтому сегодня невыгодно, это убийственный кредит. С одной стороны, кабала, а с другой стороны, нет никаких гарантий, что ты наработаешь сам кредит и еще наработаешь проценты, которые как бы являются кабальными. Ни один представитель малого бизнеса, из которых я знаю, а я практически работаю со всем бизнесом и города, ну и общаюсь с приднестровским бизнесом, я не помню, чтобы мне кто-то сказал, да, я воспользовался кредитом, и он был благоприятен для меня, и по исходу времени кредитования у нас все благополучно, и наше дело получило развитие. Предприниматели, те, кто хотят запустить какую-то работу, они ходят на коленях, ползают в Министерстве финансов, просят у банкиров, а банкиры сидят вот так вот. Мы не дадим вам. Докажите, что вы сделаете вот это. Вы уверены, что вы не умрете через месяц, и вы нам отдадите вот эти деньги. Вот только этого они не говорят. Вот только этого они не говорят. А так обкладывают со всех сторон. И у меня такое впечатление, вы снимаете, да? У меня такое впечатление, что все банкиры я решаю его уже не на уровне управляющего Сбербанка или управляющего банка ипотечный или Тираспольстройпромбанка, которые не хотят работать с сельским хозяйством, которые не хотят дать на сегодняшний день кредит в $50 тысяч для того, чтобы внести удобрения в зерновые. А зерновые – это наш хлеб. За помощью в банк просили мы упростить систему выдачи кредита в 2010 году. Даже были круглые столы, но было очень тяжело получить, куча нужно было справок. На сегодняшний день дают кредит, под какой процент не знаю, но дают кредит, если ты полгода платишь патент. Если ты не платишь, тебе не дают. Сегодня, то есть ограничено. Молодому человеку начать, ну, допустим, вот у меня 3 детей, они ничем не занялись, они уехали. Уехали почему? Потому что здесь нереально взять кредит, как закончив институт, как он может что-то начать. Мое мнение, это должны дать 5 000, чтобы что-то начинать развивать. Наверное, наши сегодняшние кредиты, возможности, особенно для малого бизнеса, кредит не представляется как бы возможным. Или он настолько сложный, настолько он дорогой в результате выйдет этот кредит. Сложно выдержать, потому что все сельское хозяйство, любой аграрий зависит от природных условий, от сезонных каких-то вопросов. То есть можно попасть, прогореть. Мы попробовали обратиться изначально, поняли, что слишком хорошо себя банк перестраховывает, они требуют залог дом, личное какие-то имущества и все остальное.